Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга White. И перед тем, как мы начнем обсуждать новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. В Любляне открылось 71-е годовое заседание Парламентской ассамблеи НАТО. Почти 300 парламентариев из 46 стран обсуждают стратегию безопасности Альянса, включая войну в Украине. На заседании также выступит президент Украины Владимир Зеленский. Заседание продлится до понедельника, 13 октября. Будьте внимательны, главная улица Любляны Дунайска цеста на эти дни будет закрыта. В Любляне прошли одновременно два митинга сторонников и противников абортов. Участники митинга за право на аборт вышли под лозунгом «Руки прочь от моей матки», подчеркивая важность свободы женщины распоряжаться своим телом и защищая действующее законодательство Словении, разрешающее прерывание беременности. Одновременно на улицы вышли и противники абортов с лозунгом «Выбери жизнь». Они считают, что жизнь начинается с момента зачатия и требуют большего уважения к нерожденным детям. Митинги прошли мирно, участники не подрались. В Юлийских Альпах произошла трагедия. Снежный обвал унес жизни 3 хорватских туристов. В воскресенье 5 октября группа из 7 человек после восхождения на гору Триглав остановились на ночлег в горной хижине. На следующий день они продолжили свой путь, но неожиданно их настигла лавина. 3 из группы моментально унесло лавиной в узкую снежную расщелину, где они погибли. Погибшие были братьями из хорватского города Сплит. В спасательной операции участвовало более 70 человек, включая спасателей и военнослужащих. Усугубляли поиски плохие погодные условия. Тела погибших были извлечены из расщелины, расположенной примерно в 350 метрах от места схода лавины. Эта трагедия напоминает о важности осторожности в горах, особенно в условиях переменчивой погоды и лавиноопасности. В службе охраны премьер-министра Словении Роберта Голоба инспекция труда выявила серьезные нарушения законодательства. Проверка показала, что охранники работали с нарушением норм рабочего времени и без надлежащего учета переработок. Основные выводы проверки: нарушен режим рабочего времени, фиксировались сверхурочные часы, охранники работали уставшими. Некорректный учет смен, графики не соответствовали фактическому времени дежурств. Завышенные выплаты, зарплаты некоторых сотрудников взлетели до небес, превысив все допустимые нормы. В офисе премьер-министра в свое оправдание заявили, что все выплаты проводились в соответствии с законом и коллективными договорами, а переработки были вызваны повышенной нагрузкой на службу безопасности. Инспекция уже возбудила административное дело в отношении руководителя службы безопасности. Ему выписан штраф, а контроль будет продолжен. Эта история вызвала широкий общественный резонанс, поскольку касается прозрачности использования государственных средств и соблюдения трудового законодательства в структурах, напрямую подчиненных правительству. В городе Целье произошла трагедия, которая повергла в шок всю Словению. 3 подростков, 2 мальчиков и девочка прогуливались вдоль реки Савинья и встретили 82-летнего пожилого мужчину. Между ними началась словесная перепалка, и один из мальчиков толкнул мужчину. Мужчина упал и головой ударился о землю. Его срочно доставили в больницу, но, к сожалению, от полученных травм мужчина скончался. 14-летний подросток сам пришел в полицию и признался в содеянном. По решению суда ему назначен домашний арест, пока продолжается расследование. Прокуратура и полиция выясняют все обстоятельства случившегося. Подростку инкриминируют нанесение тяжкого телесного повреждения, повлекшее смерть, но не убийство. Этот случай стал напоминанием о растущей агрессии среди молодежи и необходимости уважения и защиты пожилых людей. Интересно, из-за чего же они все-таки поспорили? Порой в Словении не знаешь, кого опаснее встретить на своем пути: 14-летнего подростка или 20-летнего боксера. В четверг утром в центре Любляны было обнаружено тело 38-летнего гражданина Македонии. По неофициальным данным, подозреваемый 20-летний люблянский спортсмен.
Он якобы сам обратился в полицию с заявлением, что накануне нокаутировал человека в центре столицы. По имеющимся данным, 38-летней жертве нанесли более 10 ударов по голове. Его тело рано утром обнаружил таксист. Получается, что человек без признаков жизни пролежал практически всю ночь в центре столицы, пока его не обнаружил водитель такси. В районе поселка Ракитно медведи совершенно потеряли страх. Они стали заходить на частные территории и шумом переворачивать мусорные баки, мешая местным жителям спать. Совершенно не боясь людей, света, шума. Помимо мусорных отходов, медведей также интересуют фрукты и овощи на огородах местных жителей. Пока правительство решает, дать ли разрешение на отстрел медведей, популяция медведей в этот момент растет. И медведицы уже учат своих маленьких медвежат добывать еду из мусорных баков, не боясь при этом местных жителей. А жители, выносящие мусор, рискуют стать звеном в пищевой цепочке медведей. 4 цыган наконец-то предстали перед судом за убийство лесного человека. Так называли местные жители Станислава Кнафлю, который с 2007 года, после того, как сгорел его дом, жил в лесной хижине и контейнере. Его тело в 2021 году нашли в лесу со связанными руками и ногами. Бандиты напали на лесного человека в надежде найти у него крупную сумму денег, но их находка оказалась незначительной, всего лишь 2000 евро. Станислав копил эти деньги на ремонт своего мопеда. Порой в славянских лесах встреча с людьми оказывается опаснее встречи с медведем. А если вы планируете переезжать в Словению и вам необходима помощь в оформлении документов и поиске жилья, смело пишите мне на электронную почту helga329@gmail.com. Словенский велогонщик Тадей Погачар в очередной раз доказал, что ему нет равных в мире. Он завоевал сразу 2 титула – чемпион мира и чемпион Европы по велогонкам. А чемпионат Европы по велогонкам в следующем году пройдет в Словении, в Любляне. И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? Послезавтра в Любляне от +8 до +17, облачно с прояснениями. Спасибо, Алиса. И вам спасибо. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока.